Добрый вечер. 12 мая, четверг, 805-й день аннексии Крыма. Вы смотрите «Заман». В Крыму задержан заместитель председателя Меджлиса Ильми Умеров. ФСБ возбудило уголовное дело по статье об экстремизме, сообщает ТАСС. Поклонская утверждает, что якобы в марте 2016-го Умеров, находясь на территории Украины в прямом эфире АТР, публично выступал с призывами о необходимости нарушения территориальной целостности Российской Федерации. Его отвезли в Главное управление ФСБ в Симферополе. Ильми Умерова приехали работники ФСБ и вывозят его в Симферополь. А теперь еще уточняется, его везут в сопровождении начальника полиции города Бахчисарайского района и в сопровождении же работника ФСБ Владимир Шевченко, он бывший СБУшник, теперь он ФСБ. Вот они сейчас где-то в пути в главку ФСБ Крыма, Симферополь. Они предъявили ему повестку и забрали с собой. То есть им поручили его привезти в ФСБ на бульвар Франко, 13. Там указываются какие-то статьи, я даже не успела до конца прочитать. Он взял просто эту повестку с собой. Его приглашают в качестве подозреваемого. А вот какие статьи были, можно только догадываться. Начальник милиции сказал: вы не переживайте, мы его отвезем и привезем. Судя по публикациям, вы знаете, у них достаточно материала, что ему предъявить. После запрета Меджлиса, все члены Меджлиса к каким-то репрессиям готовы. Он там сказал, что дальше просто будет поток репрессий. Нам стало известно, что допрос уже завершился. Ильми Умерову вручили подписку о невыезде. В данный момент силовики направляются к нему домой для проведения обыска. Его вывели из здания ФСБ и сейчас едут к нему домой для обыска. Мера пресечения подписка о невыезде, как сказал адвокат Эмиль Кубединов, статья 280.1. Предполагаем, что там уже подразделение есть, потому что из тамошних звонил, мы слышали голос, как говорит: у нас все готово, можете приезжать. В Бахчисарае провели обыски в домах крымских татар. 5 задержали: Зеври Апсиитова, Римзи Меметова, Рустема Абельтарова, Энвера Мамутова и сторожа кафе «Салатчих» отвезли в управление ФСБ в Крыму. 4 из них российский прокурор Крыма Наталья Поклонская обвиняет в связях с организацией «Хизбут-Тахрир», которая объявлена террористической в России. Военные КАМАЗы, автобусы и вооруженные силовики в балаклавах. Так началось утро крымских татар в Бахчисарае. Силовики не стучались в двери, а сразу их выламывали. Вон ее киркой, монтировкой, чем ее ломали. Можно просто постучать, люди откроются. Террористов нашли. Детей напугать. Людям плохо становится, скорую вызывать приходится. Узнав про обыски, начались собираться соседи и знакомые. Однако их к дому, где проводили обыск, не пустили. Можно вас попросить поговорить? Выйдите, пожалуйста, чего вы боитесь? Выйдите, мы хотим узнать, что происходит. Мы живем в правовом государстве. Будьте любезны. Выйдите, покажите, кто вы есть вообще. Обыски прошли в 4 домах крымских татар. Всех задержали и вывезли в отделение ФСБ. Что вы делаете? Что делаете? Здесь люди стоят, а не двери! Стойте, что вы стоите, тормозите! Российские силовики нагрянули с обыском и в караван-сарай «Салатчик». После обыска увезли на беседу в ФСБ сторожа кафе. Наталья Поклонская утверждает, задержанные якобы причастны к организации «Хизбут-Тахрир», которая в России признана террористической. Было установлено, что один из задержанных, являясь руководителем местной ячейки террористической организации партии исламского освобождения «Хизбут-Тахрир», осуществлял на территории Бахчисарая скрытую антиконституционную, антироссийскую деятельность в виде пропагандистской работы среди населения, склоняя местных жителей к участию в деятельности указанной террористической организации. По словам адвоката Эмиля Куртбединова, задержанных будут судить по сценарию преследования других крымских татар, которых так званая прокуратура Крыма обвиняет в связях с организацией «Хизбут-Тахрир».
По прогнозу адвоката, одного из задержанных признают организатором террористической ячейки, остальных ее участниками. Исмаил Газиев, Заман, АТР. И, как стало известно, прокуратура Автономной Республики Крым в Украине открыла уголовное производство по факту сегодняшних задержаний крымских татар в Бахчисарае. Ряд кримінальних проваджень щодо незаконного проведення проникнення в житло та проведення обшуку у кримсько-татарських громадян, а також їх затримання та арешт. Було здійснено такі заходи щодо Евера Мамутова, Рустема Абільтарова, Земзі Маметова, Зеврі Абсаїнова, а також заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умерова. Почато слідство, матеріали направлені до Генеральної прокуратури для визначення підслідності. В подальшому в ході досудового розслідування будуть з'ясовуватися всі обставини причетності усіх посадовців, так званих правоохоронців, так званих суддів, інших осіб, які давали відповідні процесуальні рішення, і ті особи, які безпосередньо здійснили затримання та проводили такі обшуки в приміщенні помешкань цих громадян. Порушення незаконності житла передбачає санкції статті до 5 років позбавлення волі. Европейский парламент принял резолюцию в отношении крымских татар. В документе европарламентарии осудили решение Верховного суда оккупированного Крыма от 26 апреля 2016 запретить Меджлис. Они требуют немедленной отмены этого решения, которое, по их словам, является системным и целенаправленным преследованием крымских татар и попыткой изгнать их из Крыма, который является их исторической родиной. Кроме того, Европарламент призвал Евросоюз оказать финансовую поддержку деятельности Меджлиса, пока тот находится в изгнании, а также призывает увеличить финансирование правозащитных организаций, действующих в Крыму. В России и Крыму заблокировали доступ к сайту Крым-Реалии. Инициатором запрета ресурса выступила прокурор Российской администрации Крыма Наталья Поклонская. По ее мнению, проект украинского филиала «Радио Свобода» слишком часто используют в качестве экспертов членов Меджлиса и проукраинских специалистов. В статьях «Крым-Реалии» Поклонская нашла экстремистский подтекст. В этом нам сообщили наши читатели еще вчера вечером. До того, как об этом заявила госпожа Поклонская, нам уже это было известно. В то же время на сайте Роскомнадзора, во всяком случае утром, нашего ресурса в списке запрещенных сайтов не было. Конечно, наша главная аудитория – это крымчане. Нас активно читали в Крыму. Мы были одними из самых популярных и остаемся одними из самых популярных ресурсов для Крыма. Но в то же время у нас очень большая достаточно была аудитория и в Российской Федерации, это где-то до 20%. И нас активно читали россияне, которых интересовала альтернативная информация о том, что происходит на самом деле в аннексированном Крыму. И технически обойти это блокирование абсолютно возможно. Это возможно и используя программу Псифон, и используя новую версию браузера Opera. Генерального директора телекомпании АТР Ленура Ислямова вызывают на допрос в качестве свидетеля по делу экс-депутата Крымского парламента Василия Ганыша. Ганыша обвиняют в участии в проведении незаконного референдума и принятии Российской Конституции Крыма. Подробности судебного заседания в нашем сюжете. Подозреваемый в государственной измене Василий Ганыш должен был давать показания. Однако прокуроры Автономной Республики Крым выступили с ходатайством о просмотре видео телеканала АТР. Ваша честь, це відеозапис телекомпанії АТР. Він стосується подій, що мали місце у приміщенні Верховної Ради Автономної Республики Крим 11 квітня 2014 року. На видео подозреваемый Василий Ганыш. Также на нем и владелец телеканала АТР Ленур Ислямов. На тот момент исполняющий обязанности вице-премьер-министра Крыма. Прокуратура просит допросить Ислямова. Сторона обвинувачення вважає, що свідок має суттєве значення по цій справі, оскільки попередній свідок, який був допитаний в судовому засіданні, заявив, що ця безпосередня особа знаходилась в залі парламенту і спостерігала за подіями, які відбувалися 11 числа у парламенті Автономної Республіки Крим. Попередній свідок Янковський, так. Він казав на цю особу, яка безпосередньо приймала в залі засідання. Так, і ви переглядали відео, там бачили зображення саме цієї особи на попередніх відео. Сам подозреваемый видео назвал фальсифицированным. Відео я звернувся там до людей, які розуміються, які працюють в Ютубі, і вони дали, на жаль, не можуть дати офіційний висновок, не хочуть себе засвідчувати, але дали якби висновок, який мені прислали
по інтернету, перерахували конкретні факти, які підтверджують, що це є змонтовані відеоролики. Ну, ви розумієте, тут нарізка є з відео і 2013 року, і 2014 року. Прокурори стверджують, що то були депутати. Я не знаю, де саме були депутати, тому що я не знаю, в якомусь приміщенні були депутати. По-перше, цих депутатів ніхто не ідентифікував. Можливо, це є божевільний дом, я не знаю. Бо дуже сумнівне відео з нарізки, де дійсно є особа схожа на Василя Васильовича. Але де це було, я не знаю. Коллегия судей, выслушав все стороны, удовлетворила ходатайство прокуратуры и решила вызвать Ленура Ислямова в качестве свидетеля. Свідка Ислямова Ленура Едемовича узгоджена з усіма учасниками судового засідання. Следующее заседание суда состоится 26 мая. Эльвина Седулаева, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Верховная Рада переименовала 75 населенных пунктов в Крыму. За постановление проголосовали 255 народных депутатов. Также парламент переименовал населенные пункты на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В апреле прошлого года Верховная Рада приняла закон об осуждении коммунистического и нацистского режимов по всей Украине. По данным Украинского института национальной памяти, новые названия получат 941 населенный пункт. Демонтаж всех памятников, а также переименование улиц и городов должно завершиться к 21 мая. Я закликаю своїх колег підтримати цю постанову. Вона опрацьована з фахівцями, з Інститутом національної пам'яті. Працювали кримсько-татарські фахівці і кримські вчені. Думаю, що всі ми зараз підтримуємо цю постанову, адже фактично зараз ми віддамо належне боротьбі кримсько-татарського народу за український суверенітет над Кримом. Навіть в радянські часи населені пункти Криму мали кримсько-татарські назви. Лише після злочинної депортації і геноциду кримсько-татарського народу в 1944 році радянська влада почала процес перейменування. Коли окупант, представник тоталітарного авторитарного режиму з центром у Москві, окуповує будь-яку територію, перше, що він робить, знищує корінний народ. Перебувають під переслідуваннями з боку російської влади. Вони опинилися чужими у своїй державі, вони опинилися чужими на своїй території. Кримські татари – це ті, які завжди підтримували українську державність. І, безумовно, зараз, коли ми повертаємо населеним пунктам Криму їхні історичні назви, кримсько-татарські назви, це є, перше, це данина справедливості, це є відновлення справедливості, але також це є кроки з деокупації Криму. Безумовно, це не ті кроки, які зараз ми повинні очікувати від влади з тим, щоб Крим повернувся в Україну, більш рішучі кроки, але це ті кроки, які може зробити український парламент. 255 за. Постанова прийнята. Вітаю авторів постанови, комітет і Інститут національної пам'яті. На административной границе с Крымом на пункте Чонгар гражданское формирование «Аскер» совместно с сотрудниками СБУ задержали таможенника-взяточника. Об этом сообщает координатор гражданской блокады Крыма Ленур Ислямов. Мы со службами СБУ, с центральным аппаратом СБУ сделали задержание этого хабарника и передали его в руки полиции. То есть закон должен быть неумолим для всех чиновников, которые пытаются нажиться на горе украинцев, на горе крымских татар, которые сейчас переходят эту административную межу, временную административную межу, которая у нас сейчас здесь есть, которой мы надеемся и верим в то, что мы все-таки освободим Крым. В конце концов, здесь не будет ни мытников и ни прикордонников. Всем хабарникам, это знает полиция, это знают службы все, что всегда лучший способ – это уйти от ответственности, попытаться уйти от ответственности, это сделать так, что вам стало плохо, вам нужно врача, и чтобы с вами не могли на самом деле совершать процессуальные действия, которые положены по законодательству Украины. Ну, это не поможет, потому что все это подконтролировано, есть видео. К другим новостям. Сегодня Джамала споет во втором полуфинале Евровидения 2016. В этом году крымско-татарская певица представляет Украину с песней «1944» о депортации коренного народа Крыма.
С нами на связи из Стокгольма наша журналистка София Абляева. София, добрый вечер. Добрый вечер, Эльдар. Какие новости? Сейчас мы находимся в пресс-центре концертного зала Глобен Арена. Именно здесь, отсюда все журналисты будут наблюдать за вторым полуфиналом. Можем увидеть, что есть и очень много журналистов из Украины. Всего на мероприятие в этом году аккредитовалось более 1500 журналистов из разных уголков мира. Что можно сказать, что буквально считанные часы остались до... Сейчас в самой арене проходят подготовительные работы, готовится сцена, звук, свет. Украинская певица татарского в канун памятных событий депортации крымско-татарского народа, в канун 70-летия Джамала на всю Европу выступает с таким призывом о том, чтобы мир узнал о трагедии почти вековой давности. Можно также сказать, что букмекеры выделяют 3 основных кандидата на победу. Среди них Джамала, также представитель Франции, и также отмечают, что главный соперник на победу у Джамалы — это представитель России Сергей Лазарев. Коллегам из сайта Крым Реалии, Радио Свобода удалось записать интервью с наставником Сергея Лазарева Филиппом Киркоровым. И, к сожалению, он даже не смог песни Джамалы. Я предлагаю послушать интервью. Вы знаете, я плохо знаком с этой песней, потому что мне, к сожалению, не удалось в этом году послушать все страны. Я был, во-первых, занят своим шоу «Я», постановкой его с Франко Драгоне. Как раз совпало со всеми этими национальными финалами и подготовкой Сережиного номера к Евровидению. Я просто слышал что-то там, называется она 1941 или 44, да, я что-то слышал про то, что эта песня имела какое-то отношение к истории Крыма, какой-то военной истории и все. Ну, каждый выбирает себе свой месседж, который он хочет донести. София. Также можно сказать, что едет национальный лидер татар Мустафа Джемилев. Приехали уже соотечественники певицы из Крыма, приехали друзья, коллеги из Киева, Украины. Мы остаемся здесь, следим за развитием событий и ждем полуфинала. Эльдар. Что ж, спасибо, София. Желаю приятно провести время и до следующих включений. В Киеве тем временем прошел флешмоб в поддержку Джамалы. На нем побывала наша съемочная группа. С самого утра киевские студенты уже болеют за Джамалу. Выстроились на асфальте в виде цифр 1944. Это название песни, с которой Джамала представит Украину на Евровидении. В руках плакаты с изображением сердца в цветах флага Украины. На нем написано «Voice of Unity» – голос, который объединяет. Цель акции – показать, что голос Джамали объединяет все народы Європи. Джамала є голосом, який єднає. Вона єднає, незважаючи на всі проблеми, які існують у народів, України, у світі. Вона єднає усіх. І ми хочемо, щоб Європа була об'єднаною, сильною, і Україна була частиною цієї об'єднаної і сильної Європи. В акции приняли участие более 150 студентов. Для каждого из них песня 1944 символизирует что-то свое. Нам варто розуміти, що на території Криму проживає кримсько-татарський народ, і раніше він займав більшість цієї території. Але, на жаль, пропагандистська політика та жорстка політика Росії це змінили. І нам варто розуміти, що таке голос єдності та об'єднати всю Європу у прагненні до справедливості та миру.
Участники акции считают, выступление Джамалы станет напоминанием мировому сообществу о нынешнем положении крымских татар в Крыму. Исмаил Газиев, Заман, АТР. И напоследок очередной кавер в этническом стиле на 1944. Инструментальную версию исполнили украинские музыканты Ярослав Джусь, Максим Бережнюк и Валентин Богданов. Также к проекту присоединился известный крымско-татарский керамист Рустем Скибин и студентка КНУ Мавиле Ягьяева, которая исполнила крымско-татарский танец. На этом пока все. Хорошего вечера. Оставайтесь с нами.